организатором матча и собственником пользователей объекта спорта. Находиться во время проведения матча на лестницах, создавать помехи движению в зонах, предназначенных для эвакуации, в том числе в проходах, выходах и входах. Наносить надписи и рисунки на конструкции, строения, сооружения, расположенные в стадионе спорта, а также размещать возле них посторонние предметы без соответствующего разрешения организаторов матча. Проходить на стадион с портовыми птицами, за исключением собак-проводников в намордниках. Проводить публичные мероприятия, не предусмотренные регламентом проведения матча.
18 лет между командами спортивная школа «Сахалин», город Южно-Сахалинск, и спортивная школа Олимпийского резерва номер 2, город Комсомольск-на-Амуре. Прослушайте составы играющих команд. Наши гости. Команда спортивная школа Олимпийского резерва номер 2. Футболки белые. Под первым номером ворота играет Букатар Ян. Номер 10. Абрамов Иван. Номер 18. Вертунов Герман. Номер 14. Готкин Герман. Номер 4. Зайцев Иван. Номер 17. Зверев Руслан. Номер 8. Уксинский Александр. Номер 9. Кулаков Евгений. Номер 7. Работин Никита, капитан команды. Номер 11. Там Алексей и номер 22. Князьян Руслан. Старший тренер команды Уксин Александр Александрович. Команда спортивная школа «Сахалин». Футбол синий. Под 72 номером ворот играет Куприянов Геннадий. Номер 3. Авраменко Степан. Номер 6. Быков Марк. Номер 5. Лужков Андрей. Номер 14. Данилин Богдан, капитан команды. Номер 10. Долин Никита. Номер 15. Нестеров Кирилл. Номер 27. Никонов Никита. Номер 8. Полякин Артем. Номер 4. Полякин Егор. И номер 21. Шрейдер Герман. Главный тренер команды Сидоренко Владимир Анатольевич. Матч обслуживает бригада арбитров в следующем составе. Судья в поле Люкшин Владимир, Бог Хаватов. Ему помогают Наумкин Олег и Типаева Анна. Добрый день, уважаемые любители футбола. С вами Евгений Крючков, и мы рады вас приветствовать и трансляцию со стадиона «Спартак», город Южно-Сахалинск, где сегодня встречаются команды спортивной школы «Сахалин» и команда спортивной школы Олимпийского резерва из города Комсомольска-на-Амуре. А сейчас я вас познакомлю с составами играющих команд. Команда гостей. Футболисты выступают в белой форме. Первый номер Ян Букатарь. 10 номер Абрамов Иван. 18 номер Вертунов Герман. 14 Готин Герман. 4 Зайцев Иван. 17 номер Зверев Руслан. 8 Куксинский Александр. 9 номер Кулаков Евгений. 7 Рогозин Никита. 11 Тан Алексей и 22 Книжьян Руслан. Главный тренер команды Булдыгин Александр Александрович. Команда хозяев поля. Футболки синие. Ворота защищает Куприянов Геннадий, номер 72. Под третьим номером выступает Степан Абраменко. Под шестым номером на поле вышел Марк Быков. Под пятым номером Глушко Андрей. 14 номер Богдан Данилин. 10 номер Долин Никита. 15 номер Нестеров Кирилл. 27 номер Никонов Никита. 8 номер Полякин Артем. По четвертым номерам выступает его брат Егор Полякин. И по 21 номерам Шрейдер Герман. Главный тренер команды Сидоренков Олег Анатольевич. Обслуживает матч судья Люкшин Владимир, извините. Судья из Хабаровска. Помогает Наумкин Олег и Типаева Анна. Город Южно-Сахалинск. У нас началась встреча, идет вторая минута первого тайма. И футболисты присматриваются на первых минутах к сопернику, ведут разведку боем и стараются организовать первые опасные атаки на ворота соперников. И сейчас первый штрафной в этом матче. Футболисты Комсомольска-на-Амуре свалили на шестом номере команды Сахалина. Это Марк Быков. У мяча Марк Быков. И я смотрю, подошел Данилин Богдан. Напомню, что Данилин Богдан является главным голеадором команды Сахалин. В его активе 14 мячей и
партнеры по команде, и тренеры, и болельщики надеются, что сегодня он увеличит свой голевой пул. Первый удар, два удара пришли в стенку, два раза исполнял удар Богдан Данилин. И тут же футболисты Сахалина вернули мяч под контроль. Что касается подготовки, предшествующие к этому матчу события в команде хозяев поля, то команда одержала 2 победы. Хороший матч выдала в матче со сверстниками из Якутии. Хорошо съездила на выезд в Петропавловск-Камчатской, где обыграла со счетом 3-0. А первая игра, предыдущая игра, которую я сообщил с Якутией, со счетом 6-0 выиграли футболисты Сахалина. Очень приятно, что 2 матчей не пропускали. И сегодня все надеются, что продолжит команда Сахалин свою голевую серию. И мы посмотрим, что сегодня они покажут на поле и какие сложности создадут для команды гостей. Футболисты команды из Комсомольска сейчас занимают в турнирной таблице 7-е место, имея в своем активе 19 очков. Предыдущий матч команда из Комсомольска на Амуре также выиграла у сверстников из Белогорска. Команда Сахалин занимает 4-е место. Здесь у нас очень плотная по таблице, такая плотная цифровая история. Динамо из Владивостока занимает 1-е место, 15 игр, 32 очка. Команда из Хабаровска, имея на игру меньше, занимает 2-е место с 30 очками. Команда из Благовещенска 15 игр, 30 очков. И 4-е место занимает команда Сахалин, у которой 27 очков. И этот матч, как вы понимаете, очень важен для хозяев поля. Здесь ребята могут, да, сделать еще один шажочек, чтобы побороться в последних матчах за самые высокие места в турнирной таблице. Я уверен, что и сами ребята вышли с хорошим настроем, и тренеры дали те установки, которые необходимы для того, чтобы сегодня победить. Ну и надеемся все, что сегодня будет успех. А здесь очередная атака с фланга. Реализовали стандартный момент. Опасная была по передаче в штрафную. Но пока гости действуют уверенно и слаженно. Предотвращают все попытки для взятия ворот. Но тем не менее Сахалин атакует, контролирует мяч, оказывает то давление, которое необходимо для того, чтобы защитники чувствовали себя не совсем уверенно, и где-то это привело к ошибке и, соответственно, взятию ворот. Очередное стандартное положение, очередной штрафной, подача от Андрея Глушко, мяч дошел, это у нас Кирилл Нестеров. Да, немножко порасторопнее бы оказался, и, возможно, не нужно было наносить удар в одно касание, а попытаться все-таки обработать мяч. На это было время. Ну, как сложилось. Тем не менее, острота возникает. После каждого стандарта есть определенные моменты. И вот сейчас в очередной раз Кирилл Нестеров проходит по флангу, делает передачу. И посмотрите, судья уверенно показывает на 11-метровый. Да, это свалили на Артеме Полякине.
Сейчас, возможно, будет повтор. Мы тщательнее разберем этот момент. Но хороший проход, очень хороший проход Кирилла Нестерова. Выполненная передача. Вот как раз повтор идет. Да, Кирилл пробросил мяч. И идет прострел. И да, прихватывал 22 номер. Это Тенежьян Руслан прихватывал нападающего Сахалина Артема Полякина. Судья очень уверенно показал на 11-метровую отметку. И сейчас смотрим. У мяча Данилин Богдан. И посмотрим в этом противостоянии Яна и Богдана. Да, успешнее был Данилин Богдан. Гол 1-0 в пользу Сахалина. 9-я минута. Хорошее начало. И думаю, что сегодня нас ждет очень интересный матч. Как правило, быстро забитый гол дает необходимость раскрываться командам гостей, и появляется больше возможностей для хозяев, для того, чтобы увеличить счет. Посмотрим, как будет это сегодня. И вот посмотрите, очередной перехват. Но Богдан Данилин не смог обыграть своего опекуна. Но тем не менее, смотрите, еще одна ошибка. Немножко комсомольчане, мне кажется, вышли и где-то дробит их. Немножко не готовы они к началу матча. Много ошибок, много брака. Я думаю, это связано с психологией. Чуть-чуть не получается в слаженных действиях. Видим, может быть, какой-то перенастрой или наоборот недонастрой. Но пока мы не видим того, что уверен хочет тренер команды Шор. Пока очень много брака и очень много таких вот необдуманных действий и простых ошибок. Мяч опять под контролем команды Сахалин. Играет глубоко, играет через вратаря. Геннадий Куприянов спокойненько распоряжается мячом. Передача на Кирилла Нестерова. Тот дальше выигрывает, дальше прокидывает на Данилина Богдана, который оказывает давление, и это приводит к очередной потере мяча футболистов Комсомольска на Амуре. Тут же подхватывает мяч Шрейдер, переводит на фланг. Да, ходит достаточно быстро мяч между игроков команды Сахалин. Передача в линию атаки. Неплохо там сыграл Абраменко и Артем Полякин. Опять же Абраменко с мячом. Сохранил. Никита Долин переводит мяч на правый фланг. Быстро поднимает мяч на Кирилла Нестерова. И выполняет забегание Марбыков. Получает мяч дальше на Кирилла Нестерова. И лишь путем выбивания мяча из-под ноги Кирилла, 7-й номер это был, Нарогозин Никита, предотвращает эту атаку и выбивает мяч за боковую линию поля. Хорошее начало у команды Сахалин. Уже и повели в счете, и чувствуется настрой, такая правильная контролируемая агрессивность впереди. Я думаю, это все порадует болельщиков, которые пришли на сегодняшний матч. Их сегодня больше, чем на первой игре. Потянулись и школьники. Я думаю, все получат удовольствие от сегодняшнего матча. Сейчас Шрейдер Герман традиционно длинным нацеленным броском отправлял мяч в штрафную, даже во вратарскую, где Ян Букатарь очень уверенно на выходе сработал, забрал мяч и сразу организовал контратаку. Но мяч пока откровенно не держится у футболистов команды Шор.
много потерь. Пока не могут они не то что организовать атаку, а выйти качественно на чужую половину поля. Вот мы видим опять безадресная передача и мяч под контролем у команды Сахалин. Неплохо работают двумя флангами футболисты Сахалина, чередуют короткие средние с длинными передачами. Вот сейчас через правый фланг это уже подключился Абраменко Степан. Кирилл Нестеров поддержал, но не смог сохранить мяч. Тут у нас борьба. Ну вот опять очередная ошибка, спешка. Вот спешка у игроков команд. А вот какой момент неплохой, это Данилин Богдан наградил изящным движением пяткой, отправил мяч на Абраменко Степана. Тот выполнил удар, заблокировали, и тут же был на добивании Никита Долин. Ну, чуть-чуть не хватило точности ему. Опять мяч у команды Сахалин. Быстро отбирают они мяч, быстро, за счет группового прессинга, за счет сразу быстрого переключения получается у них овладеть мячом и быстро его вернуть себе. Да, давление продолжается, и пока с этим не всегда справляются футболисты из команды ШОР, город Комсомольск-на-Амуре. Очередной заброс в штрафную. Какой момент! Это врывался Артем Полякин. Не смог он, да, укротить мяч. Видимо, оказалось чуть-чуть сложновато для него эта передача. Если бы смог остановить, мог обработать эту передачу, возник бы очень опасный момент. И Герман Шрейдер. Да, имея в составе такого игрока, такого исполнителя длинных бросков, дает возможность любой команде создавать опасность. Так и происходит. Опять вы видите, острота у ворот, заканчивается ударом по воротам, но чуть-чуть не точно. Это был у нас Богдан Данилин, игрок, который отличился в сегодняшнем матче. Сделал он это на 9-й минуте с 11-метрового удара. А вот очередная атака, вход в штрафную. Никита Долин хорошо проскочил между двух и в касание отдавал на Кирилла Нестерова, но успел предотвратить, перекрыть эту передачу, предотвратить опасный момент защитник команды Комсомольск-на-Амуре. Никита Долин сам подает угловой, подача на дальнюю штангу, мяч, посмотрите, залетает в ворот, это прямой удар. Но здесь ошибка вратаря. Вроде бы контролировал он траекторию мяча, двигался на дальнюю штангу, вытянул руки, но этого не хватило. Мяч стукнулся в штангу, отлетел в противоположную и оказался в сетке ворот. Вот такое начало. А вот повтор, да, совсем миллиметров не хватило Яну Бугатари, чтобы перевести этот мяч. Да, удача на стороне Сахалина, хотя Никита Долин уже отмечался подобными ударами, подобным техническим исполнением, именно ударов со штрафного. И на моей памяти забитый гол в Якутске также выполнил качественно удар с углового, и мяч только уже в ближний угол, да, попал в ворота соперника. Поздравляем Никиту с этим успехом, поздравляем команду Сахалина со вторым забитым голом. Очень, я думаю, рады и болельщики на трибуне. Это всегда нравится им, забитые голы и вот такие красивые и запоминающиеся взятия ворот. Футболисты Шора
пытаются провести атаку. Вот первый раз мы увидели, они так задержались на чужой половине поля, пытаются проход осуществить по флангу и заработали угловой. Первый угловой у ворот команды Сахалин. Он показывает, да, скамейку запасных Комсомольска-на-Амуре. Грустные лица. Ну, возможно, все изменится. Подача с углового. Первый на мяче. Ой, какое необдуманное решение Андрея Глушков. Ну, так выбивать через всю штрафную прямым ударом головой, конечно, чревато. Ну, все обошлось. А первым на мяче был 8-й номер команды Сахалин, Полякин Артем. Тут же футболист Сахалина навязывает борьбу в центре поля, активно прессингует, и этот прессинг заканчивается тем, что казалось бы, потерян мяч, но нет, сохранили мяч. Сейчас 17-й номер Зверев Руслан сохранил, но точной передачи в штрафную не получилось. А у нас Абраменко Степан в борьбе с двумя защитниками не смог, да, укротить мяч и сохранить его для команды. Но тут же и потеря в исполнении футболистов Комсомольска. Да, быстро переходит мяч из одной зоны в другую. Борьба. Кирилл Нестеров очень много сегодня выполняет уже в первые минуты. Выполняет работы на фланге. Очень мощно действует. Нацеленно так вот. Азартно. Опять вот он с мячом. И очередной прострел. Подача в штрафную. На этот раз не дошел пас до адресата. Но давление создают. С правого фланга идет. И вот у нас пас от Шрейдера. Кирилл в очередной раз шел на этот мяч. И защитник в борьбе с Кириллом выбивает его на угловой. К мячу направляется Глушко Андрей. Левая нога, полагаю, будет закручивать во вратарскую. И группа игроков Сахалина готовы туда ворваться. Смотрим. Андрей устанавливает удобнее. Показал что-то руками. И нет. А на подборе футболисты из Комсомольска. Но тут же уверенно играет Герман Шрейдер и первый на мяче. Мяч доходит до штрафной, где Ян уверенно забирает, а вот с вводом не повезло. Тут же мяч перешел. Ой, какой прием! Прекрасный какой прием от Кирилла Нестерова. Казалось бы, непростой мяч, но так он его хорошо обработал. Причем получилось это с разворотом и вторым касанием наносил удар. И всем казалось, что мяч летит в ворота. Таким черпачком через вратаря, но чуть-чуть не хватило для того, чтобы мяч все-таки попал в створ. Но, говорю, очень неплохо в этом эпизоде действовал нападающий команды Сахалин. Да, неплохо действуют игроки хозяев. И прямо доминирует. И не просто ребятам из Комсомольска действовать более успешно. Такое плотное доминирование и уверенность. Уже чувствуется уверенность в действиях команды Сахалина. Многое получается. И тренеры надеются, что разовьют еще успех. Футболист Сахалина опять. Артем Полякин заходит в штрафную. И прекрасно играет Ян Букатарь. Это спасение. Спасение в яростном прыжке, если можно так выразиться, достает кончиками пальцев и переводит мяч на угловой. На этот раз
Мне показалось, что идет подавать Никита Долин. Нет, все-таки идет к мячу Андрей Глушко. И идет розыгрыш. Никита получает мяч на углу. Штрафной, передача. Но первыми на мяче. Нет, это был игрок Сахарина, сыграл и позволил перелететь через всю группу атаки мячу. Сейчас из-за боковой вводили гости, но, видимо, сделали это неправильно. И уже мяч в руках Германа Шрейдера. Длинная передача. И заканчивается ударом. Это Марк Быков действовал на втором этаже успешнее своих соперников и выпрыгнул, немножко задержался в воздухе и кивком переправил мяч в ворота. Но позицию правильную занял вратарь, и для него не оказалось большой сложностью овладеть этим мячом. Но, тем не менее, игра Сахалина радует. Сегодня очень много комбинационных действий, очень много движения без мяча, очень много моментов, в которых участвуют по 3, по 4 игрока. То есть работаем группами. Это всегда радует и болельщиков, ну и самое главное, придает команде уверенность и желание идти атаковать. А у нас сейчас небольшая пауза на поле. Игрок с команды Шор. Судья приглашает врача. И врач команды на уверенной скорости двигается к пострадавшему. Сейчас будет оказана помощь. А я сообщу, сегодня прошел матч юношеской футбольной лиги, где играют юноши до 16 лет. И футболисты из Комсомольска на Амуре вышли победителями в этой встрече со счетом 2-1. Выиграли у хозяев поля и порадовали и себя, и своих болельщиков, и тренеров с хорошей игрой и с хорошим результатом. Старшие товарищи пока не могут похвастаться тем, что могут что-то изменить, похвастаться результатом, но и по игре пока не складывается, пока полное преимущество хозяев поля. Ну вот штрафной удар, 4-й номер выполнял передачу, это Илья Зайцев, но хорошо действовал своевременно Геннадий Куприянов, вышел и намертво забрал этот мяч. А вот с вводом у Геннадия не получилось. Чуть-чуть свалился мяч с ноги и покинул пределы поля. И смотрите, боковой судья на линии показывает, что в очередной раз неправильно ввели мяч в гости. Вторая такая ошибка, ну, думаю, что тренер обратит внимание и подскажет в перерыве, что в таком возрасте мы уже не должны мяч отдавать соперникам. 4-й номер сейчас Илья Зайцев вступил в единоборство. Очень уверенно отобрал мяч, но партнеры не смогли сохранить его. Через вратаря поглубже играет защита. Сейчас 7-й номер с мячом Рогозин Никита. Ну, не могут выйти атаку, а сахалинцы напротив быстро перехватывают и быстро организовывают атаки в противоположные ворота. Вот сейчас по правому флангу пытаются организовать свою атаку усилиями Тана Алексея. Да, контроль мячом. Но не позволяют защитники Сахалина организовать что-то более перспективное у своих ворот. И овладели мячом. И сейчас
Герман Шрейдер ввел уже мяч в игру. И длинная передача вперед, которая не приводит к успеху. Пытается футболисты Комсомольской организовать свою очередную атаку. Получается. И посмотрите, какой пас в разрез. Первый удар в створ, и счет меняется. Счет становится 2-1. Хороший проникающий пас. Сейчас мы посмотрим повтор и посмотрим на автора забитого мяча. Это 9-й номер команды из Комсомольска на Амуре, Кулаков Евгений. Отличная передача от Тана Алексея и в дальний, ну не совсем в дальний угол, конечно, можно было увереннее сыграть вратарю команды Сахалин, но, к сожалению, не повезло. Под собой пропустил этот мяч Геннадий Куприянов. 2-1. Вот так вот нежданно-негаданно футболисты из Комсомольска на Амуре вернулись в игру. И сейчас, я думаю, будут играть более осторожно в обороне и с надеждой на очередную контратаку, в которой будут искать свой успех, искать свои возможности для того, чтобы счет изменился. Да, как ушат холодной воды на футболистов Сахалина этот пропущенный мяч. И игра, я думаю, сейчас поменяет свой сценарий и пойдет уже более на встречник. А вот сейчас смотрите, какая ситуация. Ага, Абраменко. Степан рвался, и казалось на мгновение, что он перехитрил защитника, но нет, тем не менее, 7-й номер команды Комсомольска Рогозин Никитка оттеснил в последний момент нападающего Сахалина и овладел этим мячом. Очень хорошие действия продемонстрировал в этой ситуации футболист Шор. Ян делает длинную передачу. Подбор за комсомольскими ребятами. Здесь перехват и вот такая сейчас уже скорость в действиях. Быстро переходит мяч от одной к другой команде. Вот он, Илья Зайцев, пытался пройти, но не получилось. Тут же передача в атаку тоже не находит партнера. Ну вот сейчас мы увидим отрезок таких быстрых действий, пытаться вот обе команды перейти в атаку. И ошибки тоже в этих ситуациях будут случаться чаще. Но длина здесь у нас к мячу устремляется 17-й номер. Это Зверев Руслан. Сохранили мяч у себя комсомольчане. Но смотрите вы, гол в ворота Сахалина, да, и все изменилось. Воспряли духом футболисты из Комсомольска на Амуре. И игра выровнялась. Уже больше контроля, больше спокойствия в действиях футболистов из команды Шор. И все поменялось на поле. Алексей Танц как низко опускается к линии обороны. 10-й номер с мячом. Абрамов Иван на Тана, но тот не смог обработать мяч, и за боковой линией будет вводить команда Сахалин. В первом матче между этими соперниками, состоявшимся в Комсомольске на Амуре, победу праздновали футболисты команды Сахалин. Со счетом 4-2 одержали они в том матче победу. Сегодня
Как завершится матч, мы увидим с вами. Пока 2-1, идет 33-я минута. И, повторяюсь, игра выровнялась. Очередной длинный заброс в штрафную от Германа Шрейдера, но Полякин устремлялся Артем, извиняюсь, к этому мячу, но не смог владеть. Ну, непростой был для обработки мяч. Единственное, что в этой ситуации можно было перебросить дальше, продолжить в одно касание мяч на дальнюю штангу, но не получилось. А сейчас комсомольские ребята пытались через 2 передачи организовать атаку, но второй пас от 17 номера Руслана Зверева не дошел до партнера. То же самое мы видим и в обратном направлении. Сейчас перешли на то, что ребята обеих команд стараются быстро доставить мяч в чужой штрафной. Не всегда это получается, а вот мы смотрим, как оживился один из лидеров команды Шор, это Тан Алексей. Опускается пониже, пытается связать между линией. Да, действия футболистов Комсомольска. Смотрю, руками активно подбадривает. Давайте, ребята, пошли вперед. Такой прям, да, харизматичный лидер. И смотрим, как все изменилось. И оба тренера не садятся на свои места. Все время на ногах, что-то подсказывает. В общем, идет активность на всех участках поля и за его пределами. А здесь очередной штрафной свалили на Данилине Богдане. Лежит футболист Сахарина на площадке. На левом фланге поля. И, без врача. Полежал, встал, терпит. Видимо, хорошо ему попали по ноге. В строю бомбардир команды Сахалина, а Никита Долин подает мяч в штрафную и не стал ловить мяч. Ох, какой момент. Не стал ловить мяч вратарь комсомольской команды. Выбил мяч, попал на подборе. Был наш игрок. Нанес удар, но не дошел мяч до створа ворота. Попал защитника. Заблокировал защитник этот удар. И сейчас уже с левого фланга подача, но не доходит мяч до Кирилла Нестерова. И очередной угловой у ворот комсомольской команды. Сейчас показывает крупным планом тренера команды Шор. Пока, видимо, не нравится, как действуют его футболисты. А к мячу подошел Долин Никита. Он выполняет передачу. Идет на дальнюю штангу. И счет изменяется. Счет становится 3-1. Это Быков Марк забивает мяч головой. Видите, видимо, тренер, а может быть, сами игроки имеют своих тактических замыслах. Это смену игрока, который подает со стандарта. И сейчас Андрей Глушко оставил эту задачу для Никиты Долина. И Никита Долин прямым точным пасом вывел на удар Марка Быкова. И счет изменился. 3-1. 38-я минута. Сахалин опять впереди с разницей в 2 мяча. Видите, и минутой
ранее был показан крупным планом тренер комсомольской команды. Ну, было волнение, недовольство на его лице. И видите, как сложилось, что следующий эпизод оказался результативным для хозяев и нерезультативным для его команды. Ну вот, возвращается, мне кажется, преимущество, и сейчас, я думаю, футболисты спортивной школы Сахарин поувереннее будут действовать на поле и продолжат создавать моменты у команды соперников. Герман Шрейдер, очередной длинный заброс в штрафную. Опять опасность. И, похоже, последнее касание. Последнее было за Данилиным Богданом. Он переправлял мяч в ворота, но уверенно сработал на линии Ян Букатарь. Много будет у этого парня сегодня работы, я уверен. Каждый эпизод и каждый ввод из-за боковой заканчивается остротой его ворот. И приходится ему включаться. Вот сейчас Никита Долин переложил мяч с правой на левую ногу. Нанес удар, но, к сожалению, попал в своего нападающего. Это был Данилин Богдан. И не смогли ребята организовать из этого эпизода опасность у ворот соперника. А у нас мячом Никита Никонов. Здесь точным и опасным заброс не получился. Ну, перехватывает футболисты Сахарина мяч. Тут же Герман Шрейдер теряет его. И в свою очередь футболисты комсомольской команды теряют мяч. А вперед рвется Абраменко Степан. Абраменко Степан не смог зацепиться за мяч впереди. Тут ряд эпизодов различных единоборств и штрафной удар в пользу гостей. Мяч ввели ребята через вратаря. Пытаются создать свою уже атаку. Активный Тян Алексей с мячом. Да, неутомимо действует в центре поля. А вот ошибка защитников. Да, и получается, что 22 номер нарушает правила, и это правило тянет на желтую карточку. Тенежьян Руслан получает горчичник, но здесь все оправдано. Цеплял соперника руками, срывал атаку. Ну а все началось от неточного паса Никиты Рогозина. Не часто он так ошибается в сегодняшней игре, достаточно уверенно действует на своей позиции. А у нас первая замена. Спасов Алексей вошел в игру, а под номером 8 покинул поле Александр Куксинский. Пожелаем удачи Алексею Спасову. А у нас штрафной удар. Никита Долин у мяча. Разыгрывает, и Данилин Богдан наносил мне удар по мячу с достаточно выгодной позиции с метров 18 наносил удар, но не докрутил. Мяч прошел мимо ворот. Марк Быков выигрывает мяч на втором этаже. Остался в атаке с мячом Степан Абраменко. Дальше пасует на Кирилла. Неплохо здесь комбинирует. Кирилл берет на себя. Обыграл на Степана, но чуть-чуть неточный пас. И футболисты из Комсомольска на Амуре перехватывают мяч.
Тан Алексей пытается вывести свежего, вышедшего на замену Алексея Спасова на атакующую позицию, но чуть-чуть не хватило скорости и более расторопнее действовал защитник команды Сахалин. А сейчас футболист Сахалина в атаке, это опять неутомимый Кирилл Нестеров. Да, очень активен, агрессивен в атаке, идет вперед, не боится обыгрывать и создает постоянное давление, создает на линию обороны комсомольской команды. И Герман Шрейдер с мячом, а это значит, что сейчас очередной опасный момент возникнет в штрафной площади гостей. Так это и случается, и Никита на подборе Долин, но не попадает как следует по мячу. Шипами, как говорится, нанес удар по мячу и не совсем сильно. Мяч прилетел в ворота правильно занявшего позицию вратаря команды Шор, Комсомольск на Амуре, букатаря Яна. Да, Ян постоянно в работе. Как говорится, спать сегодня будет очень хорошо этот игрок. Не дают ему покоя футболисты хозяев поля. Тут у нас остановка. Сварили на Нестерове Кирилле, и Егор Полякин будет вводить мяч в игру. У нас идет 45-я минута первого тайма. И уже можно подвести определенные итоги. Начало матча за командами хозяев. Полное было преимущество. Создавали достаточное количество моментов. Забили в первой четверти 2 мяча. После пропущенного гола выровняли игру на некоторое время футболисты из команды Шор. Но пропустив третий мяч, все вернулось на те же сценарные планы, да. Команда Сахалина имеет преимущество и, в общем-то, заканчивает игру в первом тайме под своим контролем. У нас добавлена всего лишь 1 минута к первому тайму, и она уже пошла. Смотрим, одна из последних, я думаю, что сейчас атак футболистов хозяев поля. Да, тут навязывает Никита на фланге. Ну, вышли из-под прессинга футболисты комсомольской команды. Тян Алексей пытался продолжить. Илья Зайцев делает передачу, и она неплохо проходит на 9-го номера. Это у нас Кулаков Евгений, автор единственного мяча в ворота команды Сахалин. Но не смог здесь как надо обработать мяч, продолжить атаку. И судья дает свисток, и мы с вами уходим на перерыв. Встречаемся через 15 минут. Счет 3-1. Впереди команда Сахалин, и футболисты уходят на заслуженный перерыв. Ну и мы с вами делаем небольшую паузу.
Итак, друзья, мы возвращаемся на стадион «Спартак», где через несколько секунд уже начнется второй тайм матча между командами спортивной школы «Сахалин» и спортивной школы Олимпийского резерва, город Комсомольск-на-Амуре. После первого тайма счет 3-1 в пользу хозяев. Ждем во втором тайме такую же зрелищную и результативную игру от обеих команд. Я смотрю на поле, замен пока не было. Судья с резервным ведут последние переговоры, и игра началась. В очередную атаку пошли футболисты хозяев поля. Активно действуют футболисты, как и в первом тайме, продолжили активно действовать в прессинге на чужой половине поля. И Герман Шрейдер, как всегда, сейчас создаст опасную ситуацию у ворот соперника. Так и случилось. Вступил в игру очень активный в первом тайме вратарь команды гостей Ян Букатарь. Вступил в игру, и мяч, видимо, последним коснулся, мяч покинул поле угловой. Никита Долин. Никита Долин в первом тайме отличился великолепным закрученным мячом в штрафную. Еще одна подача. Снова Ян на высоте. Хорошо играет на выходе. И снова активно действуют в отборе футболисты Сахалина. Выигрывают мяч. И активные действия. Очень интересно. Казалось, что должен назначить судья штрафной удар. Показалось, что не совсем по правилам действовали против нападающего команды Сахалин Данилина Богдана. Но судья был ближе и посчитал, что без нарушений отобрали мяч футболисты комсомольской команды. Если вы заметили, уважаемые болельщики, на стадионе включили дополнительное освещение, именно искусственное освещение. И, надеюсь, с этим будет и более яркая игра и команд во втором тайме. Пока неплохо сегодня комбинируют футболисты из спортивной школы Сахалина. Вот какой неплохой пас через правый фланг. Метра не хватило, чтобы мяч дошел до Кирилла Нестерова. Подготовка была очень хорошая. 2 перепасовки и пас в атаку. Илья Зайцев сохранил мяч, передал в середину. И пытались быстрым пасом найти своего нападающего, 9-го номера Кулакова Евгения, автора единственного пока гола в составе команды гостей. Неплохо выглядел в первом тайме и отметился забитым мячом. И в других эпизодах действовал остро и достаточно успешно. А здесь Данилин Богдан на фланге пытался прорваться. На мгновение потерял, но тут же включился в борьбу и не дал сопернику развить атаку. С хорошим настроем вышли хозяева поля на второй тайм. Контролирует мяч. Тут хорошая перепасовка. Пас. Какой хороший пас от Никиты Долина. В разрез получился мяч. Дошел до нападающего команды Сахалина. Это был Абраменко Степан.
который принял. Возможно, было бы более успешное продолжение, если бы сумел обработать мяч нападающий команды Сахалин. Но тем не менее нанес он удар и опять блестяще сыграл вратарь команды из Комсомольской. Я думаю, что сегодня это лучший игрок в команде гостей. Очень хорошо действует и на линии, и на выходах. Единственные, так скажем, неуверенные действия — это при втором, да, забитом, пропущенном мяче в данном случае Яном. Это когда с прямым ударом с углового Никита Долин закрутил мяч в дальний угол, и вратарь не справился с этим ударом. А так действует очень хорошо, вселяет определенную уверенность действия линии обороны команды гостей. Ну а футболисты с Сахалина не останавливаются. И какой момент сейчас сам себе создал. Это у нас, да, это Артем Полякин. Хороший удар от Никиты Долина. Ну, радует первые минуты, уверен, болельщиков. А я смотрю, они подтягиваются, и во втором тайме увеличилось количество болельщиков на трибуне. Радует такая игра любителей футбола. Неплохо пока комбинирует, неплохо пока развивают свои атаки футболисты хозяев поля. И все это, еще раз повторяюсь, нравится болельщикам. А сейчас был контрвыпад комсомольской команды, и Алексей Тан наносил удар. Чуть-чуть выше перекладины прошел мяч после его удара. Но Геннадий Куприянов контролировал и траекторию мяча, и контролировал, закрыл угол. Я думаю, что если мяч попал в ворота, то Геннадий бы справился. Неутомимый Кирилл Нестеров опять успешно действует на своем фланге, сохраняет мяч. С правого фланга мяч переходит в центр, где Герман Шрейдер длинной передачей. Чуть-чуть мяч не дошел до Кирилла. Но тут же отбор от Никиты Долина. И Абраменко Степан накручивает на фланге. Пытается прострелить, но 7-й номер команды СШОР Никита Рогозин блокирует эту передачу штрафную. Неплохо действовал в первом тайме Никита. Единственный там был момент, связанный с неточной передачей. А так, в общем-то, достаточно уверенно действует и качественно этот игрок обороны. Высокий, крепкий парень. И вот на втором этаже много мячей снимает этот защитник. Очередной навес лучше действовали защитники комсомольской команды. Но мяч опять у команды хозяев. Такой немножко похожий сценарий начала первого тайма. Футболисты сахалинской команды контролируют мяч, чередуют короткий средний с длинной передачей. И переходят и цепляются на чужой половине поля, переходят, и лишь только путем выноса мяч за боковую линию разряжает обстановку футболисты комсомольской команды. Герман Шрейдер. И очередной заброс в штрафную площадь. Первый на мяче Марк Быков. А Кирилл Нестеров не смог осуществить подбор. Да, и мяч вышел за линию ворот. От ворот будет водить комсомольская команда.
Что касается последних матчей, которые проведут команды в этом году, то у Сахалина сложные встречи. Это следующий матч 24 сентября. Команда Сахалина отправится во Владивосток, где встретится... Какой удар! Это Долин Никита. Долин Никита, причем с неведущей ноги, с левой. Хлестко пробил, и мяч попадает в дальний угол. Ян Букатарь не смог справиться с этим ударом, и счет изменился. 4-1 в пользу команды Сахалин на 55-й минуте. Доля Никита увеличивает разрыв в счете. Да, активность в начале второго тайма привела, ну, можно сказать, к естественному завершению. Это к забитому мячу. 4-1. Что на это ответят футболисты комсомольской команды, мы посмотрим, а я продолжу. Следующий матч команда Сахалин проведет во Владивостоке против Краевой спортивной школы Олимпийского резерва. Команда ШОР на своем поле встретится с одним из лидеров нашей зоны. Это команда СКА Хабаровск. Тоже предстоит очень сложный матч для футболистов из Комсомольска. А также у футболистов сегодняшней встречи, футболистов команды Сахалин, гостевая игра. Это последняя будет в Благовещенске. А предпоследний матч ребята из спортивной школы Сахалин проведут дома в матче с Локомотивом. У футболистов из Комсомольска на Амуре я уже рассказал выше. Это команда СКА Хабаровск. С командой встретится с командой Океан из Находки и с Локомотивом из Уссурийска. Идет 57-я минута. Атака левым флангом. Доминируют на поле футболисты Сахалина. Все у них получается. Получается, сейчас уже идет такая раскрепощенность, и многое что выходит и в техническом плане, в комбинационном у футболистов Сахалина. Ну и повторяю, что очень нравятся подобные игры болельщикам. Но я думаю, что и зрители сегодняшнего матча довольны тем, что происходит на стадионе «Спартак». Очередной пас от Никиты Долина в атаку. Артем Полякин получает мяч, и чуть-чуть не хватило ему точности, чтобы доставить передачу до нападающего команды Сахалин, до Абраменко Степана. Контратака, видите, контратаки быстро заканчиваются потерей мяча у команды ШОР. Слаженно действует оборона команды Сахалин. Находят они те ходы и действия, которые приводят к отбору мяча. И очередная вот она длинная на Артема Полякина. Он с мячом зашел в штрафную. Поддержки. Обыграл двух игроков. Удар. Прииграл второй удар. В первом моменте хорошо сыграл вратарь комсомольской команды Ян. А второй уже удар того же нападающего заблокировал защитник. Да. Молодцы. Команда Сахалин сегодня очень неплохо действует
прежде всего в атаке, и заставляют очень много затрачивать сил гостям, чтобы разрушать то, что они создают у ворот соперника. А на свои же контратаки не хватает точности, не хватает пространства. Еще очередная ситуация и момент у Егора с левой ноги. Решил наносить удар в дальний угол, но не точно. Чуть свалился мяч с ноги и прошел мимо ворот комсомольской команды. А у нас замена. Под 9 номером выходит Иван Герасимов. И меняет он хорошо выглядевшего в сегодняшнем матче Абраменко Степана. Посмотрим, как сегодня будет действовать Иван Герасимов. В прошлом домашнем матче команды Сахалин против футболистов из Якутии Иван вышел и первым же касанием отправил мяч в ворота соперника, а позже ответился и дублем. Как сегодня у него сложится первый пас отдал точно, сейчас был с мячом, прорывался вперед и лишь путем выбитого мяча 3 номером на угловой предотвратил эту атаку. К мячу подходит Никита Долин, автор 2 голов в сегодняшнем матче. Подача показывает Никита что-то он своим игрокам, что он будет делать, а он опять закручивает мяч в ворота и справляется в этот раз Ян с этим непростым ударом. Да, молодец вратарь команды Шор. Сегодня очень много у него работы. Ну и еще раз хочется отметить качественную работу и на линии, и на выходах этого вратаря. Очередной удар в сторону ворот. Это бил Марк Быков, но да, полагаю, по дуге мяч покинул при подаче, покинул пределы поля и удар от ворот. Марк Быков первый на мяче. Борьба в середине поля. Мяч опять у команды Сахалин. Данилин Богдан. Чуть-чуть неточная передача. Такая поперечная с акцентом вперед, но не дошел пас. Тут же перехватил мяч Глушко. Пас на свеженького Герасимова, который находит Артема Полякина. Полякин на Никиту Долина. Никита опять с левой в дальний угол, но не хватает точности. Но опять приятно, что атака заканчивается логическим завершением. Это ударом по воротам. Да, позволяет многое сегодня футболисты комсомольской команды. Еще раз комбинация какая интересная. Кирилл Нестеров. Мяч остается. И свисток останавливает игру. Судья. Там подбежал Никита к игроку с команды соперников. Оказывает помощь, видимо, свело ногу. И в очередной вояж отправляется медицинский сотрудник команды из Комсомольска на Амуре. Сейчас она добежит к лежащему на поле. Не вижу, лежит на спине. Какой номер требует помощи врача.
Надеюсь, все будет хорошо и игрок сможет продолжить игру. Смотрю, у гостей разминается 16 номер. Это Гарматюк Владислав. Но пока тренер не подзывает этого игрока, видимо, пока не будет замены. А врач команды ведет, оказывает помощь и, видимо, общается с игроком, интересуется, сможет ли он продолжить игру. А нам показывают крупным планом болельщиков, пришедших на сегодняшнюю игру. Я думаю, что довольны они тем, что происходит на поле. А в составе команды Сахалин, команде сахалинцев, замена по 22 номерам готов выйти на поле Ю Кирилл, и меняет он Никиту Никонова. Болельщики благодарят за игру этого защитника. Неплохо смотрелся Никита в этой игре. Посмотрим и на Ю Кирилла, как он войдет в эту игру, как он будет выглядеть. У комсомольской команды 16 номер подошел к тренеру, да, снимает футболку запасного игрока красного цвета и, видимо, сейчас выйдет на поле. Ждем появления нового игрока. Судья отдает мяч футболистам комсомольской команды, и Ян Букатарь ударом с рук отдает мяч. А какой пас от Германа Шрейдера неточный. И атака быстро хотел отправить 17 номер Зверев Руслан мяч в штрафную на 9 номера Кулакова Евгения, но получилась неточная эта передача, и мячом завладел вратарь команды Сахалин Геннадий Куприянов. Очередной длинный пас от Шрейдера. Кирилл Нет, это был у нас Полякин Артем. Продолжил, а свеженький Ю Кирилл чуть-чуть не хватило ему скоростенки, чтобы быть первым на этом мяче. И опять Шрейдер на опережение, очень хорошо. С пасом не получилось, а Кирилл подобрал мяч, отдал его точно. И какой удар от Данилина Богдана. Обводящий удар в дальний угол. И опять Ян Букатарь на высоте вытянулся в струночку и перевел мяч на угловой. Очень хороший матч выдает этот вратарь, несмотря на то, что счет, казалось бы, крупный, но в действиях этого игрока мы сегодня видим очень хороший уровень подготовленности. Вратарь, пускай, молодец. Сейчас угловой удар. Ю Кирилл свеженький пошел подавать, закручивает мяч во вратарскую, и вступает в игру Ян, забирает мяч и ударом с ноги выводит вперед нападающего своей команды. Это 9 номер Кулаков Евгений. Сейчас был Тан Алексей с мячом. Не получилось обработать мяч. Он покидает линию ворот футбольного поля. Геннадий Куприянов будет водить мяч от ворот.
Да, показывает игрокам, что будет делать длинную передачу. Так и есть. Пас правой на правый фланг. Не смогли футболисты Сахалина овладеть мячом. Но тут же неточность от команды Шор. Хороший сегодня матч. Очень много опасных эпизодов. Нацелена команда Сахалин идти вперед, не останавливается на достигнутом. И вот с мячом через Киева сыграл Глушаков. Глушко, извиняюсь. Глушко сделал передачу в штрафную. Не дошел мяч до Артема. Но все время давление, все время желание идти вперед футболистов Сахалина. Это радует, это говорит о том, что в хорошей физической форме сейчас пребывает команда Сахалин. Есть силы, есть возможности идти вперед, навязывать борьбу, осуществлять высокий прессинг, что игру очень радует, уверен тренерский штаб команды Сахалин. Никита Долин взял мяч и тут же передал его Герману Шрейдеру, который сейчас опять же своим броском обострит в штрафной площади ситуацию. Да, длинный бросок, мяч доходит до Марка Быкова и от него покидает поле. Не получилось там нанести удар, не принять его. Мяч от ворот вводит комсомольская команда. 72-я минута матча. От ворот вели футболисты Комсомольска. Тут же потеря. Артем Полякин активный сегодня. Напрягает линию обороны комсомольской команды. В связи с этим и не получается зачастую выйти точным пасом. А вот сейчас Тан Алексей неплохой передачи отправлял вперед Кулакова Евгения, но не дошел до него мяч. Четко действовал игрок обороны команды Сахалин. Тан сегодня тоже достаточно активно действует и в центре поля, и на подступах штрафной соперника. Активный и не сдается этот парень, не сдается, ждет любую возможность, ошибку от соперников. А сейчас с левого фланга передача в штрафную. Кирилл Ю получает этот мяч. С мячом Данилин Богдан опять возвращает на Ю. Ю дальше на Долина Никиту. Никита отрезает и мяч у Герасимова Ивана. Тут обыгрывает игрока. Удар и с внешней стороны ворот мяч попадает в сетку. Кому-то показалось, что мяч влетел в ворота, но это, к сожалению, не так для команды Сахалина. Но, тем не менее, опять же мы видим, что комбинации проходят. Ох, это сейчас Артем Полякин пытался с правой ноги очень быстро направить мяч в ворота, но срезался мяч с подъемчика и ушел далеко от ворот. Герой матча Букатарьян вводит от ворот. И опять первым на мяче сахалинские футболисты отобрали. И тут же в атаку свежего Кирилла Ю достает на бровке мяч. Двигается вперед. Подача в штрафную. Первым на мяче 7-й номер команды гостей. Рогозин Никита. Выносит, и тут же быстрый переход. И опять мяч у команды Сахалина. Не ведут мяч за боковой. Герман Шрейдер. Длиннющая передача в штрафную, которая заканчивается
тем, что угловой, очередной угловой у ворот команды Шор. Быстренько разыгрывают игроки. Никита делает забегание. Данилин входит в штрафную. Находит пасом 4-й номер. Это Глушко. Мяч попадает в ворота, но судья раньше дает свисток. Нет, это был не Глушко. Это подключившийся в атаку Егор Полякин. Это он сейчас был на острие атаки. Чуть-чуть не справился с прострелом. Помягче бы обработал, имел бы шанс для того, чтобы поразить ворота. А у нас замена. Вместо 8-го номера Артема Полякина на поле выходит Степан Жигалин под номером 99. Степана направляют в линию атаки. Посмотрим, как получится игра у этого футболиста. С мячом Долин сегодня очень хорошую, Никита, игру проводит. Многое получается у этого футболиста сегодня на поле. Хорошо работает с мячом, обостряет очень часто своими проникающими передачами. Обостряет игру. Ай, какой прекрасный удар! И великолепен. Ян вытянулся и кончиками пальцев перевел мяч через перекладину своих ворот. Да, абсолютно герой матча сегодняшнего. Ян Букатарь. Молодец. Просто молодец. Угловой удар подает Никита Долин. И судья дает свисток, видимо, Кирилл Нестеров с нарушением правил атаковал ворота гостей. И штрафной удар Ян разыгрывает со своим футболистом. Это был 10-й номер, который принял очень неудачно, и тут же пошла потеря. Выказывают претензии друг к другу футболисты комсомольской команды. А у нас замена. 19-й номер готов выйти на поле у команды гостей. По 19-м номером Литуновский Даниил. И меняет он номер 14. Уходит с поля. Это Лотин Герман. Желаем удачи Даниилу, вышедшему на замену в этой игре, в оставшихся минутах этого матча. Комсомольчане свою атаку готовят. Хороший пас выполнял там Алексей, но Кирилл Нестеров в подкате успел пресечь этот проникающий пас на фланг. Если бы дошел пас до адресата, была бы опасная ситуация у ворот команды хозяев. Пробуют все-таки гости найти счастье у своих ворот и хотя бы забить еще один мяч, повторить результат первой встречи. Напомню, что в первом матче футболисты Сахалина победили со счетом 4-2. У нас атака через правый фланг. Это Герасимов Иван вышел на ударную позицию и пытался нанести удар, возможно прострелить, но он был заблокирован игроком команды соперника. Еще очередной прострел. Не доходит мяч до нападающего Сахалина. Здесь активные действия футболистов Сахалина и сохраняют они мяч у себя, лишь выбив мяч за пределы поля. Срывают атаку футболисты команды Шор.
Заброс штрафную. Ох, как рискованно действовал сейчас игрок обороны команды Шор. Пытался как-то сохранить мяч, хотя немножко опрометчиво. Мячом овладел нападающий команды Сахалин, но не смог продолжить дальше. А вот сейчас дошел до игрока, и мяч у Ю Кирилла на ударной позиции, но опять был заблокирован. Здесь хорошо сыграл третий номер команды Комсомольска на Амуре. И атака комсомольчан. Мяч уходит за пределы поля, угловой. У нас идет 80-я минута матча. 4-1. 4-1, но счет явно не отражает то, что происходит на поле. Очень большое преимущество, и главное, по созданным голевым моментам у ворот команды гостей. Ну, благодаря великолепной игре вратаря комсомольской команды получается, что счет на матче достаточно игровой, всего лишь 4-1. Соколин контролирует, идет в очередную атаку, много получается в силу того, что подустали футболисты комсомольской команды. А у нас двойная замена в команде Сахалин. По 23-м номером готов выйти Илья Зайцев, и по 44-м готов выйти на поле Матвей Исаев. Соответственно, они меняют. Марк Быков вышел, и вместо него зашел Илья Зайцев, а Матвей Исаев заменил Кирилла Нестерова. Хорошо выглядели оба футболиста сегодня. Марк Быков отметился забитым мячом и уверенными действиями в серединке поля, а Кирилл просто напрягал фланги соперника и очень убедительно действовал в линии атаки. Очередной штрафной. Никита Долин быстро вводит мяч в игру. Это вышедший на замену Илья Зайцев пытался обыграть своего опекуна. Не получилось, но тем не менее мяч остается у команды. Видите, это скамейку запасных команды Сахалин. Все довольны результатом, поздравляют Кирилла Нестерова с хорошим матчем. А Сахалин продолжает контролировать мяч, продолжает идти вперед. И да, вкладывая последние силы, пытаются остановить натиск хозяев, футболисты команды Шор. Хороший очередной проход, пас фланга от Зайцева Ильи. Мяч заходит на другой. Здесь борьбу ведет Кирилл Ю. Ну вот, путем отброса мяча вратарю срывает атаку очередную команду Сахалин. Тут же мяч приходит хозяевам на контроль. Ну, уже видно, что быстрее бы, да, для футболистов Комсомольска закончится эта игра. Уже и сил, и мотивации нет идти вперед. Так, по накату действует. Идет передача. Ну, вот уже говорю, сил не хватает даже обработать эту передачу. А Сахалин идет в очередную. Есть желание, есть силы, и многое получается в силу того, что уже не могут так плотно действовать игроки
команды Шор против футболистов Сахалина. Многое проходит, многое получается. Кирилл идет вперед, его пытается остановить, и не всегда это получается. Но вот только сейчас, да, не смог обработать мяч Кирилл, и аут вводят футболисты из Комсомольска-на-Амуре. Мяч дошел до Кулакова Евгения, но не задержался. Там и какой проход Степана Жигалина. Комбинирует с Герасимовым. Мяч на ударной, да, ударной позиции мяч на хорошей. По именно будущей траектории полета мяча был в позиции. Пробил Иван, но попал встречающего его защитника и лишь угловой. Опять же опасная ситуация возникла у ворот. Очередная опасная ситуация у ворот комсомольской команды. Тяжело им сегодня. Да, практически всю игру в обороне эта команда проводит. Кирилл подает угловой, закручивает штрафную. Первый на мяче 7 номер. Подбор за командой Сахалин. Но получилось выбить мяч вперед у комсомольской команды и рвется в атаку нападающий комсомольской команды. Пытался выполнить с фланга передачу в штрафную. Заблокировали. Но тем не менее сохраняет мяч у себя комсомольчане. Натан Алексей передача, но мне показалось, так и есть. Забежал он положением игры. И да, будут свободно вводить футболисты Сахалина. Сделали это через защитников. Поперечный пас. Герман. Шредер поднял мяч наверх на Долина Никиту. Никита дальше на Степана. И пас в линию атаки. Данилин Богдан получает мяч, но здесь не поняли. Богдан и Илья Зайцев, кто должен, точнее Богдан посчитал, что Зайцев должен забежать в свободную зону. Илья остался на фланге. Тем не менее опять мяч вернулся к команде Сахалин. Идут они в атаку. Проникающий пас от Никиты Долина на Кирилл был до конца. Да, до конца активен. Нацеленный на мяч заставил остаться мячу в поле. Но получивший мяч Иван Герасимов не смог с ним правильно распорядиться. Опять мяч у команды Сахалин. Как же тяжело и обороняться, и что-то придумать в атаке команде. Может быть сейчас, да, только путем того, что нарушил правила футболист. Ой, какая ненужная карточка. Ну, для чего это делать? Никита Долин, уже есть богатый опыт в играх юношеской футбольной лиги. И, Никита, ты знаешь, что за это наказывают судьи. Сорвал попытку быстрого ввода мяча и на ровном месте получил карточку. Не нужно, конечно, этого. У нас 89-я минута матча. И комсомольчане длинной передачи отправляют к линии штрафной соперника. Быстрая потеря. И разгоняет атаку Данилин. Богдан находит пасом Герасимова. Иван. Нет. Не то. Убрал под себя, пытался поперечным пасом вернуть мяч Данилину, но уже было много игроков вернувшихся, и
перекрыли они это направление. Сейчас пробуют через правый фланг футболисты Сахалина. Там активность проявлял Матвей Исаев. Но ничего не вышло, и из-за отворот будет вводить мяч в игру Ян Букатарь. Хорошо провел эту встречу. Я думаю, тренеры поблагодарят этого игрока за проведенный матч. Очень много сегодня спасений от него. А вот какой пас! Выход Герасимова Ивана. Выход 1 на 1. И потрясающе играет вратарь комсомольской команды. Большущий молодец этот парень. Сколько спасений. Я не припомню такого количества созданных опасных моментов у ворот соперника. Но реализация, конечно, хромает у команды Сахалин. Создать такое количество и счет всего лишь 4-1. Такое количество моментов. Ну, есть о чем задуматься тренерскому штабу команды Сахалин. При таких удачных комбинационных действиях у ворот соперника и создание такого количества моментов, такой низкий процент реализации, это, конечно, приводит к тому, что нужно над этим работать тщательнее и стараться извлекать больше пользы из того, что создается. Очередная атака правым флангом. Зашли в штрафную, но опять не успевает правильно распорядиться. В данном случае это был Герасимов Иван. Прием, а сейчас ситуация, ну не надо, ребята, обострять на ровном месте. Герман Шрейдер, этот подкат вперед прямыми ногами, ну, очередная желтая карточка для команды Сахалина. Ее получает Герман Шрейдер. В центре поля, не знаю, думаю, что будет беседа с тренером по этому эпизоду. По такой игре при уже, в общем-то, решенном исходе матча получать эту желтую карточку, я думаю, что совсем не нужно. 4-1. Добавленное время пошло. Сколько добавит? Я, к сожалению, приношу свои извинения, пропустил, сколько резервный судья добавил времени к основному. Ну, идет пока игра по такому же сценарию. Команда Сахалин атакует, а команда гостей обороняется. И вот звучит финальный свисток. Со счетом 4-1 сегодня побеждает команда Сахалин. Очень уверенная победа. Поздравляем команду Сахалин с этим результатом. С вами был Евгений Крючков. Любите футбол, играйте в эту замечательную игру. И до новых встреч.
Итак, после матчевого интервью Александр Булдыгин, тренер команды СШОР номер 2. Добрый вечер. Как игра ваших подопечных, как игра Сахалина? Ну, игра сложилась для нас тяжелая, можно сказать. Ну, в принципе, все как бы закономерно. Команда Сахалин была сегодня на голову сильнее, поэтому по счету, ну, вроде игра по счету. Мы старались, но пока еще не можем соревноваться с ними, соперничать. Но надеюсь, все у нас получится, я в этом уверен. Потому что ребята как бы заряжены на тренировки, на игры. Ну, в общем, вот так как-то.
Долин Никита, игрок команды «Сахалин». По игре, в принципе, сделали хороший задел, забили в первом тайме 2, пропустили гол неприятный на самом деле. Но потом сразу забили третий и во втором четвертый, который уже, можно сказать, поставил точку. Идем дальше. Важнейшая игра против Владивостока, потом Уссурийск дома и Благовещенск. Надо все игры побеждать. Спасибо. Итак, Олег Сидоренков, главный тренер команды спортивной школы «Сахалин», возраст Ю-18. Ваше впечатление от игры? Ну, хорошая игра, в принципе, по многим компонентам мы сегодня выглядели очень организованно. В принципе, то, что мы говорили на установке, у нас много сегодня получалось. В принципе, даже если брать организацию, что игры в обороне, что как мы выходили в контратаке, хороший матч, именно что касается непосредственно нашей игры, то единственное, что, конечно, пропустили гол опять, который, по сути, не очень вытекал из логики игры. Буквально небольшая ошибка, за которую нас тут же наказали. Естественно, понимаем, что турнир выходит на финишную прямую. Сейчас впереди у нас ждут самых 3 основных матча сезона, к которым мы должны подойти во всеоружие. И там будет уже решаться все непосредственно распределение мест на пьедестале. Так что хороший матч, но, естественно, этот матч нас выводит именно непосредственно на финишную прямую, где все самое основное будет происходить. Так что обольщаться сильно не надо, нам надо готовиться, переходить уже в фазу, когда мы готовимся к игре с Владивостоком.